Добрый день, Ира Кунбулдер. В этом году исполняется 100 лет со дня образования Чувашской автономной области. В связи с этим мы, взрослые, стараемся глубже знакомить детей с культурой родного народа. Сегодня я вам хочу рассказать об игрушках чувашского народа. Ведь игрушки – это те предметы, с которыми дети каждый день играют. В старину не было магазинов, и приходилось все игрушки делать из того материала, который был под рукой. Вот, например, делали игрушки из глины. Вот такие свистульки делали, лепили дома. Глина, том по-чувашски. Также мастерили игрушки из дерева. Такие трещотки, например. Вот, например, юла. И есть у меня тут дудочка. Это все сделано из дерева. Дерево, ювощ. Также игрушки изготавливали из скорлупы яиц. Берется яйцо, нужно делать дырочки с двух сторон, выдувается содержимое, и скорлупу нужно сушить. А потом эту скорлупу можно разукрасить разными орнаментами. И еще я, например, вот так сделала, обклеила розовой салфеткой. Получилась такая игрушка. Мячи делали в старину из шерсти животных. Вот такой мяч я сваляла из коровьей шерсти. Шерсть, щом. Также дети сами или даже взрослые могли делать игрушки из теста. Например, вот слепили птичку. После полного высыхания можно раскрасить, и получается вот такая веселая птичка. Тесто, чуста. Также игрушки делали в старину из соломинки. Из соломинки мальчикам делали фигурки лошадок, девочкам делали фигурки кукол. Вот, например, соломинка. Вот такие фигурки у меня. Соломинка по-чувашски будет улам перджи. Также игрушки делали из коры деревьев. Вот, например, кора березы. Кора березы, береста, хуран хупи. Это, конечно, у меня современная игрушка. Вот такая. Также делали из коры липы. Кора липы, щога хупи. Кроме этого, игрушки делали из перьев птиц, из кожи, из холста и других предметов. Еще дети играли, кроме специально изготовленных игрушек, с помощью предметов быта. Например, с помощью коромысла и валенка. Вот, коромысло, кювенде. Брали коромысло, дети брали валенок, шомада, одеваем на коромысло, и лошадка готова. Также вместо валенка можно использовать лапоть. Лапоть, щобода. Опять же, лошадка готова. И го-го! Сегодня я хочу вам показать один из способов изготовления куклы из ниток своими руками. Для этого нам понадобится пряжа двух цветов, тесьма, два варианта тесьмы, картон, нитка и, конечно же, ножницы. Берем картон и цвет. Смотрите, картон широкую сторону берем, наматываем на картон, на широкую сторону пряжу. Снимаем с картона намотанную пряжу, вот что получилось у нас. Потом тем же цветом завязываем.
получилось. Берем ножницы и срезаем. Получилась вот такая форма. Выворачиваем одну сторону и формируем голову куклы. Получилась вот такая голова. А теперь нам нужны руки. Для этого берем пряжу другого цвета, в данном случае белый цвет, наматываем на тот же картон, только на узкую сторону. Наматываем. Намотанную пряжу снимаем с картона, и вот что получается у нас. Так. Дальше делаем ладошки. Берем ниточку и завязываем. Это у нас получается одна ладошка. Ладошка получилась. Таким же образом делаем вторую ладошку. И вот у нас руки куклы готовы. А теперь нужно эти руки вставить в тело. Берем нашу заготовку, делим нижнюю часть на две части и вставляем наши руки. Вот так получается у нас уже почти похожая на куклу вещь. Берем дальше опять же нитку и формируем талию. Похоже на куклу? Получилось. А теперь нам надо привести в порядок эту куклу. Для этого мы подстригаем неровные кончики платья. Платье достригли. Вот такая кукла получилась. А теперь наденем на куклу фартук. Для этого нам нужна тесьма. Отрезаем кусочек тесьмы. И другой тесьмы. Нужно нам сделать из них фартук. Пришиваем друг к дружке, и получается у нас вот такой фартучек. И фартук готов. Надеваем на куклу. Получилась вот такая красивая кукла своими руками. Вот они, мои красавицы. Кукла, сделанная своими руками, намного ближе к душе ребенка. Поэтому и играть, наверное, будет намного приятнее. Удачи вам! До свидания! Сыва Пулар.